мы едем в Панксберг. Я купила газеты. В общем, такая у меня любимая есть газета. Называется «Островохи». Это Астра неделя. Тут, значит, гороскоп. Ой, сейчас дяденька проговорит. Von Nord nach Beratshausen, nächster Halt Deiling, und wir wünschen Ihnen natürlich eine angenehme Fahrt. Вот. Тут, в общем, каждую неделю публикует гороскоп. Сейчас покажу. Вот такие вот есть рассказы, значит, понедельник, вторник, там, среда. Вот. Так, всякие статьи. И самое интересное. Сейчас покажу. Вот. Тут, в общем, есть прогнозы на картах Таро. Видите? Здесь, значит, написаны дни недели, а здесь знаки зодиака. Вот, допустим, Козерог. Понедельник Жрица, вторник Иерофант, среда Луна, четверг Смерть, пятница Колесница, суббота Умеренность, воскресенье Башня. Вот. Ну, это так погадал тут человек, который, ну, он как погадал, он высчитывает, что там высчитывает, какие-то нумерологии делает, в общем. Вот. И тут прям показано, как себе что посчитать персонал. Вот. Потом, значит, я еще купила газету «Оракул». Такая газета. И тут на русском языке газета. Она у многих любимая. Сейчас скажу, где она выпускается. Такой вот вид сейчас, видите. Она выпускается, по-моему, в Латвии или в Литве. На первой странице. Когда открываешь, да? Где на первой? Нет. Тут тут не здесь, тут где-то она написано было. Сейчас поищу. Да, в Латвии. Вот, нашли. Вот. В общем, тут тоже есть гороскоп. Ну и всякие статьи интересные. Опять гороскоп. Тут кто готовит всех вкуснее, да? Так, про тебя, значит, в душе Скорпиона художники кухни. Они готовят, как рисуют на холсте. С любовью и фантазией. Однако не всегда их блюда получаются вкусными. А Козерог? Козероги вполне могут стать настоящими шеф-поварами. Искусство кулинарии у них в крови. Они словно с рождения умеют готовить. Каждое блюдо шедевр. Вот так вот. Это неправда, конечно. Такие, в общем, всякие развлекалочки есть. Так что будем... Ух ты, а тут что-то тоже про Таро, да? Новые горизонты. Младший аркан, восьмерка мечей, схема расклада. В общем, интересно. Какие виды, смотрите, какие виды с горы открываются, такие виды. Тут такой вот поселок, какой-то небольшой. Подъехали, Бадсхаузен. Вот мы уже приехали, вот на таком мы ехали по выезде. Такая толпа людей заходит в поезд. И мы заходим в Парсберг. Так. Вот так выглядит здесь вокзал. Вот он. Видите, Парсберг.
этом. И, в общем, мы уходим в какую? В левую сторону, да? Где пешеходный? И вот вроде бы нам на ту лестницу. И все вверх, 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 чтобы посмотреть замок Парсберг и какую-то там кирху, да? В общем, мы прочитали так немножко историю в Википедии. И оказалось, что в 933 году были типа упоминания о людях здесь, но потом сказали, что это фальшивка. Или типа не актуально, или неправильно. Вот. Ну, потом типа в 1200 каком-то, да, году уже официально точно уже все нормально было. Замок первый построили. А в 1500 каком-то году здесь был пожар настолько сильный, что сгорела вся деревня. Вся сгорела. Вот. И ничего не осталось, только церковь и замок. Но возрождать было очень дорого. И потом уже там опять перестраивали, строили. Вот это вот, кстати, место в интернете рекламируется как хорошее кафе. Тут гостиница. Вот это хорошее кафе, типа. И, короче, перестроили все, а потом снова был пожар, представляете? Снова все сгорело. Да. Вот. Парсбергу в плане пожаров не везло. Да. Тут дома такие, видите, у людей. Ну, в общем, древнее на самом деле селение. А еще вот Верхний Пфальц, в котором находится Парсберг, считается самым центром Европы. Его центром Европы назвал Наполеон. И потом померили. Ой, как тяжело. Померили. И оказалось, что да, действительно центр. Типа, если с конца Европы до середины мерить, то это Верхний Пфальц будет, Германия, в Баварии. Вот так, ну я не знаю, как я заберусь в гору. Вот уже видите, мы забираемся в эту гору, тут вот дома, и у них вот такие у всех всякие зайчик, собачка, совушка. Такие дома. Короче, если вы приедете в Парсберг на поезде, вам не поздоровится. Езжайте на машине, пожалуйста. Горка. Язык на плечо. Мы поднялись на самую-самую гору. Здесь кафе, а нам в обход. Вот. Да, куда-то в обход, Вова сказал. Будем сейчас искать. Куда-то мы тут вышли. Тут вот замок уже виднеется. Тут вот так вот. Точка. Обзорная площадка. Уже туда попал. Да, туда попали. И как раз 2 часов замок. Так ты подожди, мы же еще не успели даже никуда. Жалко, что мы стойку не взяли. Смотровая, наверное, да? Кафе? Что? Нет, тут концерты, видимо, какие-то идут. Видите? Вот место. Видите, как красиво здесь. И ветер. Так, идем дальше. Тут сейчас колокол бил. Представляете? Такая дорога. Смотри, какие стены здесь. Да, стены прям в скале, в горе это все выдолблено и построено потом. Ужас. Вот тут виноград растет, смотри, зеленый еще.
Так классно Знаешь, вообще. это как в фильмах о средневековой Европе, когда виноградники на стене. Да, это фильмы про Грецию, ты хотела сказать, и про Италию, да? О, давай посидим вот здесь. Иначе я все. Мне здесь нравится каждая деталь. Я их так потихоньку эти все детали разглядываю. Особенно вот, знаете, как белые стены, да? И вот с этим, с розовым. И ну, видно, что вот штукатурили, но каменную именно кладку. Так это все вообще потрясающе. Вообще, да? И такое вот, что это гора скала. Брусчатка, Ну, в общем, сток. Да, брусчатки, стоки сделаны под воду. Но там вниз еще лестница так уходит, вот прям очень далеко вниз. И если рискнуть спуститься, а там нет выхода в город, можно очень сильно прикурить. Подниматься придется. Да, но при этом, да, долго поднимались, но всего 750 метров на самом деле. И я все упрела там подниматься, да. Видите, лавочки здесь стоят не просто так. Они и там стоят на смотровой площадке, чтобы люди отдохнули. Но я не пожалела нисколько, что доехала и что я поднялась. Правда. Вот маленькие города Германии, это тоже интересно на самом деле. Здесь всего 6500 человек живет, но это интересно здесь. Вот прям сразу у лавочки вот такая прикольная маленькая дверь. И вот так вот это все. Первое упоминание 1205 год. Да, вот они считают, что 1205, дальше, видите, 1224, 1444, там чего-то. А в Википедии написано, что 933, но недоказуемо. Вот. Интересно вот это. Я считаю, что в 933 тут тоже кто-нибудь дожил. Вот тут смотрите, вот так, вот так. Видите, вот так все. Ну, а Бавария была под Римской империей в свое время. Да? Ничего себе. И здесь есть Это я в стена, истории не знала. римские стены, которые они возводили. Тут вот музей, Да, оказывается, защитные. городской. Ага. И именно в Баварии здесь. И Пойдем сюда на скорее лестницу. всего, что возможно и раньше. Был городок. Смотрите. Ну тут, наверное, как, ну не городок, поселок, наверное, деревня, поселение. Так интересно здесь. Вот этот балкон вообще, или мостик, или что это? Тут такая черепица. Вообще прикольно. Вау. Смотрите. Тут камера, да? Это Вов камера? Нет, это освещение. Освещение. Тут вот так можно сверху снимать. Там тоже, видите, лавочки. Внутренний дворик такой небольшой. Да. А тут вот так вот, видите? Круто. Такой уютненький замок. Да. Представляете, замок, это же не всегда было просто там для всех людей и музей, да? Раньше ж люди жили, какие-нибудь дворяне, короли там эти. А? Военные дворяне. Ну, всякие, как их называли-то здесь, в Германии? Забыла. Рыцари. А, ну нет, эти. Здесь же эта постройка к рыцарскому ордену принадлежит. Интересно вообще. Слушайте, какая дверь. Рыцарский Мне кажется, орден. она многовековая. А по этим штукам реально страшно ходить. Они, короче, это шатаются и прогибаются. Ух, как страшно. Тут такая вот, видите, дверь. Да, наверное, так и осталось с тех времен, да? Ну, хотя нет, старовато было бы. Слишком. Было бы слишком. Вот тут это все вообще красиво. Так, продолжаем наше путешествие. Продолжаем. Ой, как ветер дует. Смотрите, тут есть проход. А еще будет за углом. А? Лифт. Вот видишь, лестница. Ага, лифт. Да. Лифт. А
лестницы нет? Только лифт? И что там? Это верхний замок. Я не очень-то люблю лифты. Боюсь. А он вон там выходит, видишь? Вот там. И что там дальше? Туда идешь? Да, в замок. Нет, в этот замок, вот верхний вот этот. Здесь оказался вот такой вот интересный туалет. Ну, он на самом деле, там написано было инвалиды, мать и дитя, видите, для матери и дитя вот такая пеленальная штука. Но туалет реально прикольный. Все вроде чисто, хорошо, помыто. Мы сейчас встретили вот такого вот французика, поздоровались. Тут мы хотим вот сейчас вот сюда вниз пойти, спуститься. Я тут мама еще разговаривала, тут рассказывала. А тут всякие, видите, виноградник такой цветет. В общем, прелесть. Тут большая территория, вы знаете, прям вообще. Сейчас мы все будем изучать. Мы тут вот в этот проход, как балкон, мост, что это? Нет, ну это опять же дорога же, асфальт. А, из-за ремонта так оградили. В общем, мы туда пошли на разведку. Смотреть, что там, как. Тут лавочка такая классная. И такой виноградник, да. А тут так тенечек, так классно. Смотрите, тут вот тут рассказано что-то. И вот такая Мадонна, да, с младенцем. Или это какая-нибудь королева. 1911, Дева Мария, да. Тут вот, видите, 1911. Ага. Прикольно. Так, поворачиваем, и тут вниз куда-то лестница пошла. И мы пошли. Она пошла, и мы. Так. Куда мы идем? Куда-то идем. Тоже город. Да, в город идем. Получается, я же говорила, что здесь есть несколько выходов в город. Прям несколько. Вот один из них, да? Точно. О, какое распятие, смотрите. А да, это церковь, а как, ну, это кирха, да, церковь католическая. Как вот сюда вот так просто зайти и все в нее, да? Вот, супер. Вообще, так красиво сделано. Да, вообще, прям вот реально круто. Смотрите, с высоты все видно. Вон там, смотри, какая штучка сидеть тоже. А, это нет, это гробница какая-то. Может, рыцарский. А ты знаешь, я хочу в Парсберге здесь найти кладбище. Это отдельная история, я посмотрела. Это кладбище, это вообще фантастика. Оно где-то здесь. Я знаю, что где-то здесь. Я потому что там изучала фотографии же заранее. Как закрыто? Да ну, да пошли. Он всегда так парится из-за всего. Сейчас. Библейские сюжеты. А вот тут вот смотрите, вот так. Круто. И мы одни в католической церкви. Представляете, одни тенюшники. Кстати, я заметила, в Германии это часто бывает. Ты приходишь в церковь, да, и ты там долго можешь быть один. Это мой муж, он шумит в церкви, представляете? Он шуматер. А тут детки, видите, пчелок развесили, нарисованных. Такие прикольные, да? Круто. Тут рыбки. Рыбы и что еще? Маленькие рыбки. Интересно вообще это все. Круто. Круто, круто прям. Тут вот фотографии детей. А это поминальные свечи, да? Мадонна опять с младенцем. С Иисусом. Круто. Когда не можешь обрести мир в душе, ты должен прийти в храм, сесть и подумать. И аура этого храма
витражи, вот точно витражи. Круто. Тут мы к этой лестнице подошли. Я думала, она далеко уходит. А тут закрыто. Вот. Тоже, видишь, стеклянные. Ага. А нам туда. Вот туда. Мы идем в парк скульптур. Здесь около вот этого замка, храма, есть парк скульптур, оказывается. Еще где-то есть кладбище, но не нашли. Есть капелла Марии где-то посвящена. Да? Марии. Ну, поищем сейчас. Большая. Сейчас поищем. Сначала посмотрим. Вот скульптуры какие-то тут есть. Тут с горки спускаешься, так это... Думаешь, не сломать и что-нибудь. Дорога такая себе. Не очень. Все-таки село, мелкий городочек. Вот видите, тут такая скульптура стоит. Интересно. Ну-ка. Давайте на нее посмотрим. Спереди. Вот так, видите, она выглядит. Я так понимаю, судя по половым признакам, это мужчина. Вот. И вон там, видите, вдалеке у ресторана тоже подобная фигура стоит. Что там написано, Вова? 2019 год. Видите? Вот это, я так понимаю, капелла Марии. Сейчас посмотрим поближе. А тут вот сейчас зайдем. Лавочка тоже. Детишки в садике. Детский сад рядом. Вот, а тут вот видите капелла. Вот. Так вот все выглядит симпатично. Портрет. Икон. Мария. Вот еще одна скульптура. Рассказывай, Вов. Да, скульптура была посвящена игре в вышибалы. А это когда скульптура. мечом, Ага. Мечом? ну, Вышибают. попадают, да, выбивают игрока. Если попали, значит его вышибли. А вот это? Не знаю, нужно смотреть. Может, это про любовь? Или это тоже какая-нибудь игра? Тут две руки вообще слились воедино. Интересно. Для детей или это скульптуры вообще? Вопрос, насколько это для детей подходит. Так, мы начали идти в обратный путь. И крики детей. А, ветер. Ветер, кстати, классно летом. Жарище же на улице. Но мы все-таки дождались, когда на улице 26, а не 36. Или там 35. Чтобы хоть куда-то там поехать. Вот, так что отправляемся назад. Мы едем уже обратно. Я чавкаю, потому что я, купила у себя еще в городе вот такой шоколад, да? Я же сахар не ем. И, в составе вот этого шоколада вместо сахара сахар цветков кокоса. Как сироп. Да. И правда попробовала. Вот такой вот он, видите, шоколад. Так вот выглядит. Вот. И попробовала, правда. Прям цветочками, как будто вот вкус совсем другой. Угу. Очень интересно. Читаю про Марс. И едем мы. Я сейчас в газете «Оракул» узнала впервые в жизни, что единицы измерений, которые использует наука, появились случайно. Единица массы грамм была введена французами в 1795 году. Представляете, до этого никаких граммов не было. И описывалась как эквивалент веса 1 кубического сантиметра воды. Оказалось, что в повседневном использовании она не слишком удобна, поэтому широкое распространение получил килограмм, то есть 1000 граммов. И похожим образом появилась шкала температур. В 1742 году шведский ученый Андерс Цельсий
предположил посчитать нулем температуру кипения воды, а уровнем 100 градусов температуру замерзания. Позднее астроном Мортен Штремер перевернул шкалу, представив ее в том виде, каким мы пользуемся сегодня. Интересно. Я даже понятия про это не имела, что все так недавно произошло. Я думала, вот, всегда были граммы, там, килограммы. Ага, сейчас. Смотрите. А мы сейчас ехали вдоль. Знаете, так между гор, короче. И я такая говорю, успею, не успею снять, не успею.